Здравствуйте. Меня зовут Простева Лена Михайловна. Я гражданка Российской Федерации и Республики Абхазия. Многодетная мама четверых несовершеннолетних детей, один из которых является ребенком с инвалидностью и нуждается в постоянном уходе. 30 апреля около 9 утра при пересечении государственной границы со стороны Абхазии в Россию я была задержана сотрудниками погранслужбы на российском КПП. Без объяснения причин меня удерживали порядка 1,5 часов, после чего пришел сотрудник в штатском, отвел меня в отдельный кабинет и передал мне номер телефона и сообщил, что меня просили по нему позвонить. Я набрала со своего телефона, и мне ответил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ по имени Сергей. Отказался объяснять причины задержания по телефону и предложил мне прибыть, как он сказал, добровольно на беседу в здание ФСБ в городе Сочи на улице Театральная. Я пояснила ему, что не имею такой возможности. У меня на руках находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, а другого я должна была забрать из школы. И возможности оставить детей с другими взрослыми у меня в тот момент не было. И попросила его перенести встречу на другое время. В ответ сотрудник мне прекратил разговор, значит, заявил, что будет действовать иначе, и бросил откровенно трубку. Вот. Спустя некоторое время меня вывели на территорию Российской Федерации, где меня уже ждала машина МВД с двумя сотрудниками. Им был отдан мой паспорт, и без предъявления каких-то обвинений или пояснений меня доставили в отделение МВД на улице Кирпичной города Адлера, где удерживали более 4 часов. У меня не было связи. Мне не объясняли причины задержания, никто со мной не встречался. Единственное, была моя попытка несколько раз через дежурную выяснить причину и попросила просто сделать звонок для того, чтобы мои близкие не волновались, потому что я уже долго отсутствую, и у меня отключен телефон. Вот, мне такой возможности не дали. Отказали. И единственное было объяснение, что на вас пришло указание сверху, ориентировка, ожидайте. В районе 16 часов меня вывели на улицу, где ждали двое вооруженных сотрудников Росгвардии на служебной машине. И опять-таки без возвращения в мои руки паспорта им был передан мой паспорт, и меня под конвоем повезли в сторону Сочи. Во время движения я у сотрудников поинтересовалась, я говорю, куда меня везут? Мне сказали, что вас доставят на улицу Театральная, ФСБ города Сочи. Когда мы ехали в машине, по рации, значит, мужской голос сделал запрос и поинтересовался, везут ли меня. Ему ответили утвердительно, да, что я в машине, и он приказал меня везти со спецсигналами. В здании ФСБ меня встретил сотрудник в штатском. Мне сразу изъяли телефон, который поместили в сейф в коридоре, и передали мой паспорт, значит, ему. Далее меня уже сопроводили к следователю, когда я зашла в кабинет, он представился подполковником ФСБ Дмитрий Юрьевич Григорьев. Он сказал, что понимаю ли, почему меня сюда доставили. Я сказала, что нет. Он сообщил, что меня подозревают в мошенничестве по статье 159, часть 4, прим. 2. Незаконное получение детских пособий с 2017 по 2024 год по фиктивным документам. Я ему объяснила, что регистрация у меня есть в Адлере и была сделана официально, причем лично мной на улице Гоголя. Это легко проверить, доказать. Документы и оригиналы я тоже лично предоставляла в МФЦ по списку для предоставления пособий. И когда уже после проверки органами защиты на законных основаниях мне стали выплачивать пособия, эти все решения принимались на уровне государственных органов. А с 2024 года мне были выплаты приостановлены, и в связи с тем, что я позвонила в
соцзащиту, спросила причину приостановки выплат. Мне сказали, что изменился закон, дети должны обучаться в школах на территории Российской Федерации, и нам это не положено, так как дети там мои не учатся. С этого момента я пособие не получала. Я следователю Григорьеву пояснила, что границу я пересекала за последний год-полтора, более сотни раз. И в том числе в этом году, в 25-м году, вот, уже в апреле переходила несколько раз, и никогда никаких вопросов ко мне не возникало. Тем не менее, в грубой форме мне было предложено выбрать: либо я добровольно признаю свою вину и сознаюсь в мошенничестве и подписываю документы, либо на меня заводят уголовное дело, по которому мне грозит 10 лет заключения. Я пояснила, что с обвинением я не согласна. Оговаривать себя я не буду. И согласно 51 статье Конституции и 308 Уголовного кодекса я отказываюсь подписывать документы. С этого момента началось откровенное давление. Элементарно на просьбу мою дать воды, так как я уже там с 9 утра нахожусь без еды и воды, он демонстративно закипятил чайник и предложил кипяток. После вот долгих продолжительных просьб выйти, мне позволить мне выйти в туалет, мне потом через какое-то время там было разрешено, причем сопровождал меня лично следователь. Позволял себе резкие высказывания в адрес Абхазии, проявлял просто личную неприязнь ко всем гражданам Абхазии, называя их наркоманами. И просто неоднократно повторял, что в его кабинете нет несогласных. И все подписывают, что он даст. Я находилась в здании ФСБ под угрозами ориентировочно с 17 часов до 20 часов вечера. Когда я отказалась оговаривать себя, значит, были вызваны понятые, мне был предоставлен дежурный адвокат и было возбуждено уголовное дело. Я настаивала на праве вызвать собственного адвоката и предоставить связь с ним, так как у меня телефон уже не работал, мне было отказано. Значит, он вынес меру пресечения о невыезде, несмотря на то, что я ему неоднократно говорила и просила изменить мне хотя бы там на обязательство о явке, там, с учетом того, что я не имею жилья в Сочи, а мои дети остались просто без присмотра. В доводах мне было отказано, аргументируя тем, что если с моими детьми что-то случится, то пусть это будет на моей совести и будет мне в дальнейшем уроком. После 9 вечера, то есть с момента задержания на границе уже прошло более 12 часов, получается, я стала себя плохо чувствовать, и меня вот стало клонить в сон, и такое было предобморочное состояние. Видя мое состояние, Григорьев, проходя за спиной стула, на котором я сидела, резко и громко кричал не спать. Вот. Ну, от чего, конечно, приходила в чувство. И около 22 часов 10 минут меня выпроводили на улицу, вернув паспорт, телефон, но предупредили, что если я попытаюсь вернуться в Абхазию, чтобы увидеть своих детей, меня арестуют на 10 суток. С тех пор я лишена возможности вернуться домой, где остались мои дети. Я просто вынуждена скитаться и обращаюсь за помощью к общественности и СМИ. Официально обращаюсь в Комитет по правам человека России и Абхазия. На данный момент я остаюсь вообще без какой-либо защиты и поддержки. Я обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину за помощью. У меня возникает вопрос, почему граждане России из Абхазии могут голосовать на выборах президента, и большинство из нас проголосовали за вас, будучи проживая на территории Абхазии. И наши голоса учитываются в этом. А проживание в Абхазии и получение положенных законом пособий стало основанием для уголовного преследования многодетной мамы. Я хочу понять, есть два вида гражданства: для своих и не для своих. Почему вот я и мои дети лишены правовой защиты? Я обращаюсь к депутатам Абхазии. Вы глас народа, мы вас избрали. Вот на моем месте
могут оказаться кто угодно. Это ваши соседи, ваши близкие. До каких пор женщины будут запуганы переходом границы? Вообще кто-то ведет статистику пострадавших? Или просто все молча сидят и боятся? Вот статистику пострадавших именно действий сотрудников ФСБ. Сегодня 4 мая 2025 года. У меня на руках уведомление на процессуальное действие по уголовному делу на 6 мая 2025 года в 14 часов ФСБ на улице Театральной в городе Сочи. Я знаю на опыте, как проводятся эти действия. Я опасаюсь за свою безопасность и здоровье, и поэтому ответственно заявляю, что у меня нет склонности к суициду. Я люблю жизнь, я люблю своих детей, я люблю Россию и Абхазию. Я также соблюдаю правила дорожного движения. Если со мной что-то случится, прошу считать это подозрительным.